принципе, в Армении были всегда какие-то люди, которые были готовы каким-то образом обсуждать с Азербайджаном разрешение карабахского конфликта, но был некий такой карабахский клан при поддержке России, который не давал этому случиться. Ну, честно говоря, у меня такое впечатление, что вот я говорю, они мифами забили голову своему населению, даже вот во время этого конфликта, да, вот 40 дней. Так слушаешь их, они действительно чуть ли не захватывают новые территории, как обещал министр обороны Армении. То есть они не признавали, что они потеряли территории конкретно каждый день. Вот, позавчера еще 72 населенных пунктов. Но они это все не признавали. И они именно ежедневно кормили свое население, опять же, мифами. А потом случилось то, что случилось уже с участием России, Турции, заключили. Вы довольны вот этим соглашением? Я тут, понимаете, я был бы доволен 100%, если бы там не было российских войск. Почему? Раскройте. Ну, вообще, там, где российские войска, там не может быть мира. Это показывала история. Россия, кто бы ни поставил туда свою подпись, эта подпись ничего не означает. Как только Россия почувствует слабость Азербайджана, и эти же миротворцы становятся захватчиками. Как показывала история в Грузии, в Молдавии, тоже в Нагорном Карабахе. Они же захватывали наши территории, а не армяне сами. Они участвовали во всех этих военных операциях. Впереди шла 366-й полк, штурмовой батальон, а сзади уже заходили армяне, как мародеры. Поэтому я недоволен именно этим фактом. Но, опять же, если мы же все равно всю информацию не владеем. Если туда поставил подпись верховный главнокомандующий Азербайджана, и судя по вот его реакции, там, поведению и так далее, я чувствую, какое давление оказывали ему именно мировые Запад в первую очередь.